Это, ну Как русские подожди. навязывают, арабы навязывают. Английский язык не Я понимаю. навязывается. Я Французский понимаю. язык не навязывается. Согласен. Все Немецкий язык навязывают. не навязывается. Темники по теме, Все подожди. навязывают. Но пока Кто большинство считает навязывает? 6 Кто мировых навязывает? языков. Покажи Да мне, все кроме русских, навязывают. покажи мне, кроме русских и арабов, кто сегодня в 21-м навязывает свой гребаный язык. Покажи одну страну. Вендетта. Но мы начали с того, что ты Покажи, сказал, кроме русских имперских фашистов и кроме арабских фашистов, вот это ублюдков, кто навязывает силой свой язык в 21 веке. Покажи одну страну, один народ. Вендетта, но это уже другой вопрос. У нас разговор начался с мировых языков. Большинство Арабский признает их. язык не мировой язык, русский язык не мировой язык. Арабским языком пользуются только те, кто арабы завоевали. Русским языком пользуются те, кто их завоевали. Английский язык – мировой язык. Латиницей пользуется почти вся планета. Кириллицей кто пользуется? 300 миллионов? Кто пользуется вот этой вообще гребаной кириллицей? Вы нам навязали свою гребаную кириллицу, чтобы уничтожить чеченский язык. Кириллица вообще нахрен не сходится с нашим языком. С нашим языком сходится латиница как раз таки. У нас вот эти двойные буквы, которые значения, нам легче было над одной буквой поставить какую-то черточку, две точки, чем там нахрен ставить по две, по три буквы. Вы навязали нам свою эту гребаную кириллицу, чтобы уничтожить чеченский язык, чтобы затоптать его в грязь. Если что, пацифист украинец. Какой он не украинец, у него вообще никакого нахрен акцента нет. Вендетта. Вендетта, Давай тебе на спасибо. украинский поговорим. Скажи «поляница». Вендетта, я тебя услышал. Скажи «поляница». Поляныця. Вон, видишь, вверху написано. Украинский выучился. Вверху написано попытка номер 4. Взаимоуважение как условие победы. У меня уважение ко всем, кто говорит правду. Смотри, У меня побеждает уважение ко всем, кто говорит правду. Не, ну правду, чтобы человек сказал, нужно его, какой бы он даже враг не был, если мы на такой площадке, мы же не на каком-то поле боя, да, где боевые действия происходят. А у нас есть телефоны в руках, мы в них говорим. Поэтому нужно, короче, передавать друг другу микрофон. Чтобы мысли донести друг до друга, донести мысли, попытаться. Ну, это тогда послушаем, что нам хотят втирать. Не, мы говорили о жизненном укладе чеченцев, айдол. Вот. Потом и вот это ложное потом название адат. Я потом разъяснял, что я там пару книжек читал, где мне не понравилось. Еще тогда даже, когда я читал, там, сколько мне лет, 18, наверное, было. Там что-то как-то намутил автор. Через, вот как сегодня, да, вот эти историки какие-то, там Тисаев, потом покойный Милорер, Бакаев, короче, они все-таки с религиозным подмешивали историческое. Вот что-то подобное там тоже, когда я эти ад ковырял, что-то там противоречивое такое было.
участники, пацифист интересовался у Ибрагима, как он считает, на какой он считает лучший перевод иностранный язык, написанный на национальном языке Нохчи. Вот ему нравится, он бы хотел бы порекомендовать, или, насколько ему известно, большинство, какие переводы на другие национальные языки он считает лучшим в переводе с национального чеченского. Вендетта, вы тоже скажите. Вот. Понимаете, потому что, да, можно настаивать, есть право. Учите язык Нохчи и понимайте. Но все национальные языки, которые говорят, как-то говорят, ну, мы вам предлагаем вот такие переводы. Вот, есть и написанные словари, и тексты написанные, и электронные словари, электронные национальные словари. Говорят, вот вы воспользуетесь таким электронным национальным переводе с национального языка и получите переводы. Я уже не буду дискутировать по поводу мировых языков, ну бог с ними, как говорят на русском. Вот. Посоветуйте какие-то переводы на другие языки, чтобы можно было почитать. Вы хотите приобрести? Если у тебя есть доступ в старый латинский язык, там очень грамотно все еще тысячелетиями написано. Старая латынь. Хорошо, я немножко интересовался в свое время латынью, которая сейчас, не в обиходе, не живой язык. Но я знаю, что на протяжении продолжительного времени и латынь, на котором говорила Европа там раннего, среднего и даже позднего средневековья, там тоже изменения. Язык он такой живой, изменяется. Большинство, это только эти историки, лингвисты, филологи и прочие, они так могут этот язык. Я тоже, когда поинтересовался, я среди этих всех историков, филологов и прочих, поэтому будет интересно, если вы предложите написанные, вот тот моральный кодекс, в котором говорит Ибрагим, который прописан на национальном языке, пускай скажет, вот этот такой моральный кодекс есть, или там свод моральных законов, написанный на национальном языке Нохчи, и есть на каком-то другом иностранном языке. Вот это очень интересно. Если вы хотите союзников. Да, на русском языке я могу вам поделиться с вами, но на других языках у нас нету его записанным, хотя, может, кто-то там из умельцев переводил уже. Нохчалла, мы как раз об этом говорим, что Нохчалла надо прописать. Нохчалла, что такое? Эдмала. То, что записано, о чем я говорю, это Онгала, то есть чеченский кодекс Онгала. Онгала – это там несколько пониманий. Нохчала – это все, что тебя чеченцем делает. Эдмала – это все, что тебя человеком делает. А Онгала – это все, что тебя делает рыцарем. Рыцарь, который в чеченском понимании рыцарь. Хотя там недалеко это ушло от другого обычного рыцарства. Вот такая тема. И это все нужно прописать. Эта Онгала, она еще Нахчо. Когда эту книгу? Еще при совке же ее, по-моему? Или после уже? Онгала, моральный кодекс чеченца. Еще для уничтожения наших этих... Да, в 1944 году, когда наших предков изгнали из наших земель, в
какого-то черта ее называют депортацией. Это никакая не депортация, это геноцид, этноцид и далее по списку, потому что при высылке этого народа, при изгнании его из своих земель погибло больше половины людей, больше половины народа. Из 440 тысяч, которые было при изгнании, осталось живых только около 200 тысяч человек. Это называется геноцидом, когда больше половины населения убивают по национальному признаку. Не по религиозному, не по какому другому, а именно по национальному, целенаправленно. Это называется геноцидом, а не депортацией. Депортация – это перемещение одного народа из точки А в точку Б. Какие права были у русских перемещать какие-то народы из своих земель? Это кто такие вообще? Гребаные ублюдки. Кто им дает право вообще каких-то народов из своих земель изгонять, короче? Кто они такие? Чем они руководствовались? Какими законами они руководствовались? Историю надо было переписать, историю, наше все письменно, все уничтожили. Это все было в 10 дней Грозный вообще тлел, говорят, вот рассказывают, что в 10 дней они сжигали всю письменность чеченского народа. 10 дней. День и ночь сжигали всю литературу, всю историю, всю письменность. Все уничтожили под ноль. А теперь приходит, а где у вас написано это, а где у вас написано то? Вот эти мусульмане, проститутки тоже самое говорят. Да, где у вас что написано? У вас ничего, ни хрена нету. Ну вот одна такая издержек Онахала из вот этой книги. 47-я пункт 47. Правдивость и истинность. Дикция. Меня слышно? Плохо слышно, плохо. Обрываешься. Еще одна попытка. Сейчас слышно меня? Да, слышно. Давай. Да, очень хорошо слышно, очень. Все, вот пункт 47. Правдивость и искренность Онха истекают из мужества. Но нет ничего более недостойного для него, чем лицемерие. Оно возникает из подлости и трусости и почти всегда порождает предательство. Вот кодекс Онха не позволяет лицемерить. Это как бы противоречит. И тут подчеркнуто, да, что оно возникает из подлости, трусости и почти всегда порождает предательство, что неприемлемо. Пункт 46, давай назад еще на один пункт. Хона должен избегать лжи, клеветы, как и людей, от которых она исходит. Он никогда не говорит о людях того, чего бы не сказал в их присутствии. О мертвых или попавших в беду он говорит. Так, здесь обрывается. Один момент. Где вот это вот полное PDF-формат вот этой книги? Канал, да. Напомните, в каком году она вообще написана? По-моему, это еще при совке или после? При совке я ее дополнить на ее после. Пункт 45. Чувство соперника может помочь Онху быстрее достичь цели, но оно неуместно по отношению к другу или брату. При этом соперничество во имя отчизны благородно, во имя личной славы недостойно. Не, вот в 46-м пункте там хороший момент в присутствии
не лгать там, или как там было там. Лицемерие. Не, именно Да, присутствие. полностью противоречит это сунне, потому что сунне, он должен избегать лжи и клеветы, как и людей, от которых она исходит. Он никогда не говорит о людях того, чего бы не сказал в их присутствии. Вот, То есть вот, за вот, спиной. вот. За спиной. Сейчас как раз сейчас это касается тоже. Вот мы в телефонах говорим все, что угодно, можно сказать, как бы не в присутствии, это сказано так же. Вот и оригинал, да, там тоже, знаешь, исказили, потому что в оригинале в этом искаженный там вариант, там религиозное вот, что-то было, мы когда ковыряли это где-то. В оригинале это по-другому. Ну, что, помнишь? Чё? Да, в 90 каком-то году добавили туда религиозные. Да, Усманов или кто там, или Ильясов, кто-то там добавил, да. В общем, тоже поправки сделали, да, получается? Да, они готовили все на религиозный лад, все как будто на религиозном переводили. Да, как Конституцию внесли государственную Не религию поправку, а исламу, так и, подлог. да, как Конституцию исламу религию сделали, так же в кодекс тоже засунули. Как это только гимн, помнишь, гимн сперва какой был Абузар Айдамиров, как говорит, я так писал, они еще добавили ла иля илля. Да, кто-то там вот эти припевы религиозные вставил. Они противоречат и Конституции, и государственному устройству, и вообще, причем тут ла илляха илляллах в чеченском гимне, блин, шукертан, диквите, вертихайте, кто вот это там, просто провокатор, ублюдок, дирма, да, тес. Вообще, даже Jēzus хичи dēlotu, taotu, ka dēlotu, Jēzina hitotā, ishtilmadiezi haimata. Hailēmaš, haimarhneš, haivирч, хайматов дēga, тому хума мацабава, но когда ты гимн пишешь, как может быть в чеченском гимне вообще посторонние инородные слова? Ты представь в русском гимне, я даешь русский гимн идет, и там Буйсен борзех дыне чудо то дается давать русский гимн. Или арабы там в своем гимне на иврите. Или евреи в своем гимне на арабском. Или немцы в своем гимне, короче, на еврейском. Или на русском. Это дерьмо, натуральный. Зачем нам какой-то арабский язык нужен в чеченском гимне вообще? Это что это такое? Участники, скажите, пожалуйста, я вот знаю историю немножко украинского гимна, он постоянный, говорил белорусский гимн, там менялось именно слова. Одно время даже официально там как-то не определен был гимн Белоруссии, а потом слова менялись. Скажите, менялся ли и как менялся гимн Ичкерии, гимн Чечни, в период с 91 по настоящее время? Ну, я честно скажу, чтобы гимн на какого-то народа так, чтобы он 100% совпадал с мнением народа, его нужно
какой-то конкурс, какое-то время, там 3 месяца, месяц объявить, и вот чеченцы там пишут, вот, как ее называют, писатели или вообще энтузиасты отправляют, пишут, и потом выбирают из них, или из 3-4 самых лучших делают одно. Это должно быть выведено на всеобщее, голосование. Нужно каким-то способом нужно голосовать, какой чеченскому народу больше нравится. От себя именно в таких вопросах нельзя, потому что этот гимн представляет целый народ. 1-2 человека, 10 человек, 100 человек не должны решать, какой должен быть гимн какого-то народа. Я вот так это вижу. Пацифист, наш гимн, он уже такой давний. Он просто вот версия, которую именно закрепили как гимн, да, вот как современный гимн в государстве в 91 году, она чуть-чуть урезана от основной. Но кто-то туда вот постарался и бросил какие-то религиозные припевы. Антиконституционно. На арабском языке. Вот это ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот эти припевы туда. Там автор этого стиха выступал, говорит, там у него даже до сих пор книга написана. В книге там написано это стих, и там нету ни это, другого, там нормально все как положено. Это взяли ее, подменили слова. Там Темишевы, Удуговы, Халимовы, кто-то постарался там. КГБшная вот это вот, братья. Кто-то все-таки сумел это туда вбросить каким-то образом. Хотя в парламенте, то есть это незаконно, это антиконституционно, потому что у нас государство светское, и оно не может в себе ни Будду восславлять, ни Христоса, ни Кришну, ни Аллаха. То есть государство светское, а вот ты в нем можешь исповедовать все, что ты хочешь. Главное, чтобы не противоречил государственным законам. Поэтому мы вот гимн, который мы используем, вот, там, я не знаю, в наших эфирах, мы оттуда вырезали вот этот религиозный момент антиконституционно. У кого микрофон там? Микрофон, ну что там, не вижу у кого. Народа не спрашивают, везде подлог делают, что хотят делают вообще, что творится. Там трудного ничего нету. Берете книгу Абузара Айдамирова, открываете. Он еще в 60-е годы написал это стих. И сверяете. Это не он автор. Автор из Ватсуна. Он написал. Он ее в своей книге его просто записал, а сам этот гимн, он вообще оттуда идет, из глубины. И это как бы то, что в государстве как гимн приняли, это он урезанный. Потому что сам у Айдамирова он там записан в 2 раза где-то как минимум, 2-3 раза длиннее. Еще я имею в виду в царях. 4 они еще в 2-3 раза там длиннее. Вот это вот именно основное, то, что в гимне, короче, как бы.
Маршал, что-то рано началось у вас шаббат. Сегодня пятница. Шалом. Аузубилля, эту якутскую заблокируйте. Аузубилля. Шайтан. Если бы сегодня буду лэком, дать гимн написать, они бы туда биледы написали бы. Я не матерился, если кто не понял, это гимны, короче, многих арабских стран именно так и звучат. Шулейпа вообще красавчик. Пацифист, у вас есть такой Юрий Шулейпа в Украине. Он входит в Джамаат Закаева, представляет Джамаат Закаева в Украине. И Шулейпа пишет, что мы неправильно назвали свою республику, назвав ее Чеченская республика Ичкерия. Потому что Чеченская и Ичкерия это как бы дублируется. Вместо этого нужно, и что он будет с советом старейшин где-то общаться и инициировать, чтобы это название изменили на Арабская республика Ичкерия. Ну, по вами сказанному, да, по традиции, Ибрагим, можно на ты. Я знаю, да, были обсуждения, потому что Ичкерия одна из географических, исторических областей, которая не охватывает все остальные земли, на которых проживают различные тейпы и так далее. Это были обсуждения. Мне это известно. Но мне также известно, что официальным представителем конфессии мусульманской на Украине, да, есть лицо, которое с 2019 года представляет мусульман Украины. И обсуждали, чей же он больше сторонник Украины или России. Про муфти вы говорите украинский? Можно я закончу? Поэтому большинство пришло к выводу, что это некоторый компромисс, который устраивает и, значит, во всяком случае, в переговорах с Россией, и отчасти устраивает украинцев, отчасти россиян, потому что если бы он был какой-то один сторонник какой-то стороны, он бы у другой стал персоной нон-грата, и как таковые связи и переговорные процессы были бы сложнее. Обсуждая муфти мусульман Украины. Делает такие. Он делает такие. А он говорит украинцам, вот те мусульмане, которые живут в Украине, имеют право делать из нас рабов, секс-наложниц. Подожди, сейчас вообще тема куда-то ушла. Причем здесь муфты Украины? О муфте Украины вообще речь не идет. Речь идет о Юрии Шулейпе, представитель Закаевского этого ИГИЛа в Украине. Который... Я вам скажу, лично я не знаю, я сказал, обсуждение этой личности, его деятельности тоже так не широко известно. Более известно обсуждение и отношения того представителя мусульман, который есть на Украине. Вот это мне известно. И более активно обсуждается. А той личности, которой сказали вы, я не слышал, что было столько обсуждений. Да, но то, что вы сейчас сказали, это я вообще не понял. Это абсурдно звучало, что не вся территория Чеченской Республики отвечает названию Ичкерия.
Это понятно, это одно из названий, одной из частей территории чеченской земли, скажем так, да? Ну, речь не об этом вообще. То есть Ичкерия, вот это... Юрий Шулейпа говорит не о Ичкерии. Юрий Шулейпа говорит... Сейчас давайте я дословно прочитаю его комментарий. Короче, у Шулейпы идет переписка с Сулимом в Фейсбуке. И Юра пишет: благодаря правительству ЧРИ я вошел в чеченский мир. Теперь, где бы я не появлялся, особенно в странах чеченского мира, чеченцы мне во многом помогают и содействуют. Я стал понимать, как вас много и какие вы разные. Блин, нас оказывается много из миллионного народа. Меня хорошо слышно? Да. Да, читаю дальше. И Сулим ему ответ пишет. Ну, у них такая взаимопризнательная беседа. Нам ментально ближе украинцы, только не арабы, пишет Сулим. И Юрий отвечает, Юра, вам ближе украинцы лишь потому, что нас связывает общая проблема. Один угнетающий враг. Общая беда. Общая трагедия. Мы вынуждены друг друга поддерживать и проявлять солидарность. Я так полагаю, это мое личное мнение, что после победы над Москвой и освобождения Ичкерии вы вернетесь в лоно арабского мира, и у вас установится государственный строй, основанный на шарикате. Машаллах, блядь. Частичный шарикат в скобках. Ваши ближайшие примеры – Египет, Сирия и Магриб. Машаллах, блядь. Ибраим, Судан. Юра, если ты меня слышишь, ты полный мудак. Каким бы ты там представителем, чиновником там в Украине не был, да? Для меня ты вообще полное мурло какое-то, да? Ты что вообще пишешь? Куда-то нас в Египет хочешь под шконку затолкнуть, в Сирию какую-то. Говнюк. Почему, Я через тебя, почему если бы я как ты украинцы не говнюк был, хотят? я бы всю Украину бы в ответ тоже куда-то бы под русский сапог бы затолкнул сейчас. Но я так делать не буду. Украина – это цивилизованное государство, которое стремится в семью европейских цивилизованных наций, да, и в семью европейских государств. А вот такие говнюки, как ты, вам как раз в Египет вместе с Закаевым и всеми остальными муджаидами, вот этими шахид-мопедами, которые задолбали наше государство, наш народ, короче, и полностью вот эти идеологии к нам тащат, да, пытаются уничтожить всю чеченскость, весь наш вот этот идентичный код. Юра могут переселиться в Ростов или в Афганистан. Алхамдулилля. Ростов ждет, Афганистан ждет. Ибрагим, уточните все-таки, пожалуйста, потому что сейчас в информационном пространстве очень много людей, которые такие самозванцы, называются там военными, политическими экспертами и другими и так далее. Вы начали говорить о Юрии. Какой его официальный статус? Он какой-то имеет? Вы можете там погуглить, для меня это вообще чмо какое-то после вот этого его. Это я еще не дочитал. Он является представителем, ну не представителем, консулом, по-моему, консулом исламского государства, которое он Закаев провозглашает. Читаю дальше, на этом посты не заканчиваются.
И дальше ему Сулим пишет в ответ. Ислам – религия справедливости. Прочитав или не прослушав сиру пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, невозможно проникнуть в суть ислама. На мой взгляд, лучшая сира – это сира Мубаркфури, Хударбриджиев какой-то. Мубаркфури, сира пророка такая есть. Засыпаю и просыпаюсь, слушая ее. Каждый раз получаю новое знание об исламе. И Юра пишет в ответ. Вот поэтому еще в 1990 году, во время провозглашения независимости Ичкерии, нужно было дать название государству Арабская Республика Ичкерия. Ой, я так понимаю, что... Алло, 29-й. Блин, вот... Не, я понимаю, что Юра это делает, чтобы угодить будулакам, которые там шастают по Украине. Юра, ты через 2,5 шахид мопеда не делай выводы, там не надо на весь народ, короче, полностью оценивать ситуацию политически и вообще со своими дебильными вот этими, блин, писюльками здесь в интернете, да, чуть-чуть там мозгами пошевели, да, и 2,5 шахид мопеда это не есть чеченский народ. Из чего ты выводы здесь делаешь? Читаю дальше. Какой смысл в названии Чеченская Республика Ичкерия, где фактически имеется дублирование Чеченская и Ичкерия? А вот Арабская Республика нет. Такие названия имеют близкие Ичкерии страны. Арабская Республика Египет, Арабская Республика Сирия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Исламская Республика Мавритания и прочие. На очередном совете старейшин ЧРИ внесу это предложение на рассмотрение. Машаллах, блядь. Машаллах, блядь. Участники, скажите, я искренне интересуюсь, что сейчас больше неприемлемо Чечне, или, скажем так, что сейчас Чечне больше угрожает? Арабизация или русификация, как вы считаете? Не, ну вот я сейчас тоже прокомментирую. Вот этот Шулепов, мне кажется, он или мощно троллит, ну это маловероятно, но вот, вернее всего он передает атмосферу, которую почувствовал при общении вот с кого он представляет. Он там часто с ними общается, и вот он что почувствовал, то и передал, я так думаю. Значит, такие разговоры там ходят. Такие как бы, ну, эмоции ходят там, или как там сказать. Такие вот. Он передал эту атмосферу, скорее всего. Конечно, вот там есть террористы. Смотри, он до того, как ты говоришь, либо он полностью троллит, либо он полный профан. Пацифист, у вас можно созвать совет старейшин, где-то находящийся вот здесь, в европейских странах, и поменять название вашего государства? У вас так работает это, что ли? Вы что там, украинцы? Вам что, можно собрать совет старейшин и изменить название государства, что ли? Это что вообще за чушь? Я не пойму. Да я не пойму, почему даже такой вопрос возник. Вот не пойму, почему вы задаетесь таким вопросом. Не, Шулей говорит, что он соберет какой-то совет старейшин чеченцев из 2,5 дедуль, там, исламистов каких-то, и поменяет, говорит, ну, вынесет на повестку дня изменить название с Чеченской Республики Ичкерия на Арабскую Республику Ичкерия. У вас что, можно вот Украину, например, поменять на какую-то, я не знаю, Укропию, короче, или
или, короче, на Бандера какую-то, да, вот, Я собрать скажу, половину старика, совет старейшин каких-то, и поменять название государства. Это что, Шулейпа, у тебя что там, ты, или как вот этот Фарго говорит, ты или троллишь там жестко кого-то, или ты вообще, я не знаю, в школу вообще Ибрагим, ходил-то хотя бы? Ибрагим, я отвечу. Национальное законодательство Украины, которое очень во многом с международным законодательством, такого никак не предусматривает. А у вас по Конституции? Как он это нам втюхивает, я не пойму. Вот смотрите, например, у вас есть какой-то опыт, да, там, личный опыт в вашем государстве, что-то вот такое, какая-то база. И только основываясь на это вы можете как бы другим что-то предлагать. А тут у нас, я не пойму, какой-то совет старейшин, когда соберется очередной Ибрагим, какой-то я непонятный считаю, совет старейшин. что чье-то личное мнение или личный опыт – это явно недостаточное основание, вот, чтобы рассуждать, дискутировать. Это Есть, человек не простой там украинец, который там у себя чем-то занимается. Он ходит, типа, представляет чеченцев перед другими. а И кто он наделил, втюхивает такую кто дикцию. наделил его этими полномочиями? Такой же Представляю. мудак, как он, Закаев. Под Где русский такой? шнырь Закаев. Подождите, ну Закаев, он же официальный представитель, лицо, ну, де юре. Никакой он не официально. Кого он представляет? Кто за Закаевым стоит? Народ? Или Лубянка? Скажите, а кто представитель в Совете Европы от имени Чечни? Нету таких. Мы тут шарикаты, Как бурят. есть? Я забыл. Кто? Кто-то представляет Чечню в Совете Европы. Я... Это Сулейманов, Сулейманов, дагестанец. Подожди, сразу объясняю. В Совете Европы, парламентская ассамблея Совета Европы, ПАСЕ, в ней находится русская группа из русских оппозиционеров, во главе которой стоит вор Ходорковский. Также туда входят там другие русские личности, включая вот эту известную пострадавшую Пусси Райт. И также туда входит русский халуй, возглавлявший казаков во время всех военных действий в Чеченской Республике, сбегнув с тонущего корабля, да, в котором он являлся вице-премьером, Руслан Кутаев. Вот представь, пацифист, Россия сейчас напала на Украину. Ваш вице-премьер сбегает в Россию и начинает возглавлять там казачество, казахскую общину. И все это время ведет казахскую политику. В то время как его народ там страдает где-то и так далее. Потом, не дай бог, Украина полностью лишается своей независимости. Ну, я такой фантастический сценарий просто рассматриваю и хочу просто именно на деятельности этой персоны сфокусироваться. Украина подпадает под русский сапог, под неволю. И русские создают какую-то оппозиционную, существующему в русской системе режиму группу, среди которой бывший вице-премьер Украины входит туда, представляет эту группу и еще потом говорит что-то за украинцев, которых он бросил, и против которых он работал вместе с вот этими. Вот примерно такой же абсурд здесь происходит, понимаешь? Понятно, о чем идет речь? Да, я узнал, что в ПАСЕ, то есть вот парламентской ассамблее Совета Европы. Еще не докончил я. Плюс вот это чмо Кутаев, оно
сидит и годами уже делает всякие видеоролики, выпускает со всякими русскими говнюками, там, исламистами. Типа Айзена, там, Майзена, всяких хороших русских вот этих шифрующихся, короче, ну, хороший русский, понятно, в скобках, да, те же самые, только вид сбоку. Вот эти вот с этими деятелями, делая интервью, призывает еще наш народ, нашу молодежь к борьбе там с евреями, к ненависти, к вражде с ними, да, там американские сионисты все захватили, Путина поставили, американские сионисты, надо бороться с ЛГБТ, туда-сюда, он как сейчас в России лозунг, борьба с ЛГБТ, вы быстро все в Украину на джихад. То есть этот чувак ходит и дублирует годами вот эти же нарративы на чеченское общество. Вот это дерьмо может представлять наш народ от нашего, я не знаю, находясь в русской группе? Вот объясните. Я просто к вам никаких претензий, пацифист, не имею. Я пытаюсь разъяснить, да, потому что у вас вопрос возник, и вы тоже смотрите ютубы и видите там вот эти говорящие головы. Поэтому я пытаюсь максимально разъяснить такими своими подручными методами. Я все, можете говорить. Спасибо, я услышал. Да, я говорил о том, что когда я интересовался в парламентской ассамблее Совета Европы ПАСЕ есть только один человек, который и по своей фамилии, и по национально-этническому происхождению позиционирует себя как Нохчи, вот, и позиционирует, а другие всего лишь как оппозиционеры. И они пытаются сказать, ну, мы как оппозиционеры лучше всего представляем интересы чеченского народа. Сейчас И вот тут, конечно... чеченского народа в ПАСЕ никто не представляет. Такого, что он представляет интересы чеченского народа. Покажите или процитируйте один момент, где Сулейманов говорит об интересах чеченского народа. Вы видели или слышали? Я пропустил. Вы про кого? Про Сулейманова сейчас сказали? Он говорит, что Сулейманов представляет интересы чеченского народа. Сулейманов не представляет интересы чеченского народа. Сулейманов представляет интересы исламской уммы. Сулейманов один из тех, кто боролся изначально против чеченской государственности, создавая вот эту видимость о несостоятельности нашего правительства, наших государственных органов, создавая параллельные структуры власти исламистского толка в нашем государстве, да, которые финансировались извне и которые полностью даже против президента страны нашей делали теракты, покушения на него. То есть Сулейманов как раз-таки из вот этой среды. Потом этот Сулейманов участвует вот в этой авантюре в 1999 году, поход на Дагестан, создавая казус белли для нападения русских во второй раз, для второй вот этой военной кампании, да? Человек, который участвовал в этой системе, постоянно боролся со всеми структурами светской, государственной вот этой нашей системы. И сегодня вылетела у меня мысль, что я хотел объяснить, да? Вот этот, сегодня какой он может быть, тем более человек, который сидит, показывает Конституцию в эфире, да, Конституцию чеченского государства и говорит, вот эту вот книжку, после того, как там мы вернем власть там туда-сюда, ее можно, кто хочет, можно в печку кинуть. Потом в другой из своих тоже видеороликов, в другом из своих видеороликов он же говорит, что
в этой конституции есть моменты, не соответствующие шарикату. Один из таких моментов – это права женщин и мужчин, что они равны. Это не так, говорит господин Сулейманов. Господин или кто там, брат Сулейманов. И тут же господин брат Сулейманов, товарищ Сулейманов, ведет свою дочку, короче, у которой права надо урезать, представлять чеченцев вместе с собой, берет за руку туда, ведет дочка или племянница, кто она его. Туда ходит в это пасе и там делает такие кафиром. Нас эта тема вообще не интересует. Тем более он там представляет татаров или от кого он там, от Татарстана. Калмык. Да хоть он от чеченцев там, он не может никаким образом. Вообще в ПАСЕ, что у вас там происходит? Вы что, нам хотите исламское государство, что ли, поставить? Я не пойму. Это что, то, что русские вон всю дорогу говорили, что весь ваххабизм идет с Запада чеченцам, что исламистов, короче, с Запада нам закидывают. Вы что, хотите этому создать здесь картинку, что это соответствует, что ли, реальности? Свинью хотят подложить. Второй раз уже свинью хотят подложить нам. Больше ничего. Я просто уверен, что в ПАСЕ, что в западных здесь странах, просто не потому что они ведут жесткую такие вот эти вот люди. Плюс вот эти Ходорковские и прочие говнюки там, хорошие русские, они их туда протаскивают за свои особо крупных размеров, там, за свои вот эти вот рубли, которые у них есть. Пускай, ну, право им кто дал? Чеченский народ никто права им не дал. От чеченского народа там никто ничего не делает. От чеченского народа как бы какая-то инициативная группа там могла бы выступать, даже если какой-то народ им мандат не давал бы. Но зачем они туда исламистов, шариатчиков засунули в это ПАСЕ, взяли, которые нам здесь, в частности, угрожают. У нас эти все ролики, все есть, как они сидят, подстрекают людей в Европе, чтобы они, короче, совершали какие-то террористические действия, да? Террор имеется в виду, вот эта угроза, как бы рукоприкладство и так далее. И при всем при этом вот эти люди потом сидят там. Вот это вот просто никаким образом вообще непонятно, да, до конца. Я уверен, что там не информированы просто руководство или кто там. Либо там очень большие бабки какие-то гуляют, которые заинтересованы вот этих исламистов нам там популяризировать, короче, чтобы потом, вот как через Кутаева сделали они, засунули туда Кутаева от имени чеченцев. И потом Кутаев ходит и призывает к борьбе с американскими сионистами. И они начинают, потом Ходорковский начинает делать заявление, что видите, вот это вот, что там будет, если там будет Ичкерия. То есть, что они там делают в этом ПАСЕ, какую на самом деле работу вот эти люди ведут там. То есть, они всячески дискредитируют и хотят показать, что чеченцы никогда не смогут. Конечно, мы не сможем никогда ни свое государство, ничего иметь, если вы будете этих исламистов нам сувать. Нам, наоборот, нужна поддержка, чтобы вот эти исламисты, всякие говнюки, которые нас настраивают, да, против евреев, против, я не знаю, кафиров и всех, короче, остальных, нам вот эти вот темы, их нужно, наоборот, убрать из нашего общества. Вот эта поддержка нам нужна, а не чтобы, я не знаю, потащить туда каких-то игиловцев и потом сказать, видите, вот это вот будет там у чеченцев, если им что-то государство, они, если на ноги они встанут.
Конечно, будут, если вы нам игиловцев подсунете. Если вы со своей проблемой ИГИЛом, международным исламским терроризмом, справитесь, сами будете с ним бороться, а не нам его сувать в одно место, то тогда мы сможем свое государство, мы весь мир, вся проблема всего мира, да, международный исламский терроризм, вы что хотите, чтобы мы здесь беженцы какие-то, пошли их, короче, двойные броски им какие-то сделали здесь, в рукопашную, вручную, короче, да, там, это самое, весь международный исламский терроризм, который весь мир, вы всем миром не можете победить, что мы его, что ли? Конечно, мы можем тоже в этом участвовать. Его нам зачем сувать надо? Если с этой темой международного исламского терроризма разберетесь сами, всем миром, то мы только будем, наоборот, во всей этой системе способствовать, помогать, потому что на нас эта тема, именно чтобы мы не стали народом, не стали государством, на нас ее применяют. И мы вынуждены, наоборот, со всем миром сотрудничать, содействовать, чтобы выхолостить это дело. А тут как будто бы это какой-то используемый механизм, да, вот смотрите, чеченцам взяли, приклеили его и говорят, видите, если им дать, как другим людям, возможность там на ноги встать, у них там вот будет вот это. Конечно, будет, если вы нам будете это пихать. Если мы совместно это вышвырнем, короче, из чеченской среды и вообще со всего мира, то тогда всем будет нормально, по кайфу. А если всем, короче, миром, наоборот, нам его запихивать, конечно, да. А потом, чтобы нас, короче, под русским сапогом держали, конечно, тогда так и будет, да, вот что сейчас происходит. Ибрагим, можно вопрос? Моя попытка номер 3. Как вы расставите вот первое, второе, третье, четвертое место? Чечне нужно решать вопросы вот по степени важности. С чем там первое место там исламизация или второе арабизация или третье место вот там украинизация или четвертое там русификация. Вот я, глядя на флаг Украины, мне интересно, как украинцы, ваше мнение. Распределите как-то места в решении вопросов вот, или проблем. То есть там исламизация, арабизация, русификация, украинизация. Можете как-то расставить по местам? Давайте я вам расставлю по местам. Хасранска. Не быть. Спасибо. Спасибо, я ясно. Значит, я закончу. Да, спасибо, ясно. Да, не находиться в этом болоте, да, там, русского мира, а хотят нормально быть. Точно так же и чеченцы хотят. То есть никакой украинизации, никакой инопланетянизации, никакой вот это, я не знаю, какой-то альбуракизации, еще каких-то фантастических, там, кикиморизации, домовых каких-то заций. Никакой проблемы у нас не существует у чеченцев. У нас есть проблема, что нас русские хотят сделать такими же русскими, как и они, либо там использовать по максимуму на своих геополитических фронтах, там, для обслуги, короче, русского мира. Для этого русские притащили туда эту арабизацию нам. И если мы говорим уже о арабизации или русификации, для чеченцев это вот со стороны глазами чеченца ни арабизации, ни русификации у нас вообще никакой разницы для нас нету. И это одно и то же, два брата-акробата. Скажем так, как два близнеца сиамских, которые там соединяются каким-то образом друг с другом, да, там полностью одно
нету, если нас русские оставят, да, не будут закидывать нам хатабов, не будут нам издательства Бадр печатать, какие-то тоннами завозить литературу ваххабистского толка, не будут нам в Европу присылать всех вот этих Кутаевых своих, чтобы у нас антиеврейские настроения среди нас создавать, не будут Сулеймановых, не будут Абдурахмановых нам сюда присылать, распространять нам вот эти игилские, идеологии. Вот нам нужно помочь, нам помощь нужна от мира, да, чтобы нас огородили от вот этого русского мира каким-то образом. Чтобы они не лезли к нам со своим вот этим ИГИЛом, международным исламским терроризмом. Нам не сували его, чтобы потом показывать, видите, вот они вот такие, мы их поэтому здесь мочим. Не надо нам это, не нужно. Вот в чем проблема. Там какая-то вытянутая из пальца, украинизация, там, инопланетянизация. Вообще такой проблемы не существует. По мере их поступления, этих проблем, там где-то в будущем, я понимаю, там как-то с этим бороться. Но таких проблем не существует. Существует вот эта вот одна проблема, вот эта пожизненная наша, да, которая уже несколько веков не может, как бы это помягче, сказать, ладно, промолчу, не отвяжется от нас никак. Да, Ибрагим, вам спасибо, что исключили Украину. Ну, а по 3 призовым местам вы как-то не расставили. Вот. Но я вас так понял, что арабизацию вам предлагают не арабы, а россияне. Но все-таки расставить... Добрый день, я перебью. Тут Ибрагим имел в виду не культурная идентичность меняет, то есть не, имеется в виду близнецы сиамские близнецы не в том смысле культурной идентичности. То есть Россия и арабские страны, они по своей культуре разные люди, разные идентичности. Тут имеется в виду политическая идеология. Когда арабы приходят со своей религией ислам, и через ислам навязывают нам арабскую идентичность. То есть в этом смысле имеется в виду арабизация. И также поступает и Россия. Когда приходит Россия со своей колониальной политикой, идеологией, она со своей российской и колониальной идеологией навязывает тебе все русское. То есть это начинается с языка, везде преподается на русском языке, меняется фон твоего мышления, то есть как народ, человек, который воспитан и родился в одной культурной идентичности, его мировоззрение, она схожа с национальной идентичностью. То есть, когда приходят русские, они меняют твое сознание, как ты видишь мир вокруг себя. Ты должен смотреть, видеть, думать как русский, то есть как обычный российский гражданин. Иначе из тебя гражданина российского не получается. То же самое происходит, когда приходит ислам. Твой народ, он через этот ислам приносит с собой всю арабскую идентичность. Опять имеется в виду его культура арабская, арабское мировоззрение, арабская ментальность. В этом плане вот эти две страны, две народы, они идентичны, как сиамские близнецы. Именно в политических идеологиях. А в других смыслах они разные, конечно. С ними можно дружить, там, не знаю, общаться, заводить дипломатические отношения. Но с одним условием, что они тебе не лезут со своим миром, с арабским миром и русским миром. Вот что имел в виду Ибрагим. Ну и сейчас у нас простоквашино получается, потому что я не совсем это имел в виду. Я имею в виду, что никакая арабская муха не пролетит на территорию Российской Федерации без санкций русских на то. Поэтому все какая-то арабизация, хренобизация, которая происходит, она происходит только благодаря русской политике, у которой цель вот нас приобщить к себе, растворить в себе, либо использовать вот на каком-то этапе
как обслуживающий материал, скажем так. Либо, ну, и в итоге приобщить просто к себе, да, растворить в себе. Но в этом мешает им чеченская идентичность, чеченский язык, чеченская культура, чеченский вот менталитет, чеченская воля к свободе, чеченский вот этот жизненный уклад. Его на русский уклад русифицировать очень сложный и длительный процесс. 70 лет Советского Союза не смог это сделать. Только частично смогли. А вот используя арабскую вот эту идеологию, это в разы, короче, быстрее осуществимый процесс. Почему? Объясняю. Потому что русский мир, он изначально враждебен. Он шел с войной, бил по башке, терял всех без вести, насиловал, там, грабил, уничтожал все на своем пути. И это сидит в сознании еще людей. То есть даже вот эти какие-то подростки, которые там клянутся мамой, что они больше русские, чем сами русские, у них все равно подсознательно вот так вот в голове это сидит. Вот это отторжение, антагонизм к русскому миру. Но, использовав арабов с их идеологией, это все можно более как бы нежнее и быстрее провернуть вот этот процесс уничтожения там чеченского, да, чтобы потом его сделать непонятной какой-то мутной там массой, да, там, и потом аккуратно к русским там приобщить, о, мусульмане, русские мусульмане, не русские мусульмане, мы, короче, все одинаковые. В итоге получится это. И как это работает? Такой тупой я пример просто приведу сейчас, да, вот любой, чтобы любому доступным был. Приходит русский Ваня, говорит тебе: так, чеченец, ты отказываешься от своего марш-вогил. Приходите, будучи свободными, тем более это марш у них как кость в горле. Его любыми путями нужно убрать этот маршу. А чеченец вот так fuck you показывает, извиняюсь, чтобы нас не блокнули. Короче, вот этот жест, да, такой, поднос, вот так сует Ваньке. Вот это вот тебе, что я откажусь. Шел он отсюда. Да, ты, конечно, там захватчик, поработитель, но чтобы я отказался от своего марш-вогил, и взял твое здрасте, доброе утро, там, приветики, короче, что у вас там еще? Никогда. Шел он. Не получится у тебя. Потом русский идет к своему брату Ихване. Ваня идет к Ихване. И говорит: Ихван, салям алейкум. Вот у меня для тебя калаши есть здесь, ба. И вон эти есть чечены, там мы им ислам втюхнули через кумыков в свое время. Вот давай этих чеченов, короче, нужно как-то, они какие-то не такие, ну, нам нужна поддержка. Нужно их марш-вогил убрать, там, что-то покруче им туда втюхнуть там надо. И Халид Фулейч там берется за это, либо еще какой-то Димашкин, Юдашкин. Никакая не проблема, давай, бисмилля. И тебе сразу рисует нужные проповеди, хадисы, короче, вот этих кумыков, там, или кто, аварских, всяких там деятелей религиозных. Я сейчас против народов там ничьих не имею, я говорю, как это функционирует. Приводят этих религиозных там в халатах, полупокеров, полуарабов, и начинают нам вещать: вот видишь, чечен,
у тебя какой-то не такой неправильный маршал. Как это неправильно, чечен говорит? Ты должен говорить «Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату». А чечен говорит, почему я должен это говорить? А это не я говорю, говорит Халид Фулейдж и все вот эти кумыкские, там, аварские мулы, которые его переводят. Это не мы, вообще-то, не подумай даже, мы так не говорим. Это говорит тот, кто создал 7 земель и 7 небес. И взобрался на трон. Сам Аллах так велел. Мы вообще, ты что, да, как ты мог на нас подумать? Да это не мы вообще, мы даже такого слова не знали. Это он все придумал и нам вот предписал. И чечен действительно, да, вот это вот создатель всего, он вот так говорит, чтобы я не на своем языке это говорил, а именно на вашем, на арабском. Это не арабский язык, ты дурак, они ему объясняют. Это язык аллахский. Он будет в раю. Ты не понял просто, парень? Ты что, это не мы вообще, мы сами вот не знали ни языка, ничего, это Аллах нас ему научил, и он самый правильный. И это приветствие, если ты его произнесешь, то все произойдет такое чудо, ты спасешься, ты станешь свободным, ты, короче, в этом мире восторжествует справедливость, все станет на свои места, короче, ну ладно, я как бы затянул, да, с этим, просто пытаюсь максимально донести там, вон, до всяких. Внизу, кто там сидит, будулаки, капают там или наоборот какие-то пакости пишут. То есть вот так вот чеченцу посредством аллахских духовных ценностей, все, вот чечен, убираешь свой маршал. Какое имя у тебя? Какой ты, Леча, Кюра? Точно так же Ахлю Сунна валь Джамаа, точно так же руки на намазах поднимают, Точно так же. Подожди, свободи, вот далеко не уходи. Точно так же бороды носят, усы сбривают, хиджабы отпускают. То есть никакого отличия от ваххабида нету. Уже все ваххабистизировались. Хорошо. Это случилось после Второй войны, ты имеешь в виду. Ну, во время коммунизма, суфии во время коммунизма, они были ваххабитами? Нет, так? Не были. А были ли они мусульманами тогда? Ну, конечно, они себя позиционируют. Вот ты сейчас, например, ваххабит, ты будешь говорить, что ты мусульманин, а сам ты живешь в европейской стране. Да. Как шампанская пробка. Я тебе объясняю, дай мне ответить тебе. Хоматем, ты сейчас вылетишь отсюда. Сначала я отвечу, потом ты говоришь. Ты мусульманин, ты ваххабит, который живет в кефирской стране. Согласно 6 аятам Корана, ты как шампанская пробка из бутылки вылетаешь из ислама, понимаешь? Но ты будешь говорить, что ты мусульманин. Вот так же и эти люди себя говорили, что они мусульмане. Вот мой ответ. Теперь говорить, ответ. Далита хайх амел дешена. Уматемшин тагош. Нас дискутировать с одиннадцатым. Микрофон. Ты в какой стране живешь? Я живу в Австрии. Так. Тогда, значит, ты уже не мусульманин, ты уже подтверждаешь, что ты не мусульманин, по твоей логике. Ну, я, видишь, я точно так же, как и все остальные. Вот тут ты и заглох. Ответить, да это? Ответить, да это? Я, как и все мусульмане, себя позиционирую мусульманином. Только я по-честному говорю, я 72%, потому что я вот такие аяты нахрен послал. И эти аяты, и которые говорят про изнасилование замужних женщин,
и которые говорят, ненавидеть людей на ровном месте из-за их конфессии, из-за их это история, Ибрагим, это история тысячелетней давности. Нет, там не говорится про замужних женщин. Это уже вот в православии, идешь, там даже примеры из близкой нашей истории есть подтверждение, где мужей убивали, а жен отправляли казакам, сразу же разбирали казаки. А потом их насильно крестили. Так что давай мне не рассказывай. Да мне по барабану, что там крестили. Вот видишь, тебе по барабану. Тебе по барабану. Тебе на по барабану. Я тебе говорю, Матбесу перебивать, я тебе говорю, что я не принимаю вот такие вещи. Ты что, принимаешь изнасилование? 4 суру, 24 аят, принимаешь ты? Что там написано, изнасилование? Давай я тебе сейчас один момент. Там и написано изнасилование? بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كابولا تعاوي قجوا كابولا تعاوي Ibrahim Zlocha play in on high Wahhabis material. Мои сатем хиц махит бой эрвел мауацер люёхшар программ двойной хайвел шиц освободи. Соцсвет жуав далет юхшай тем хайвел рюш. Хоп приходит шиц поясничать деши ометта сур маду сура 4 аят 24. И да еще твой. Так. Бисмилля. Эльмир Кулиев. И замужние женщины запретны для вас, если только ими не овладели ваши десницы, если только они не стали вашими невольницами. Таково предписание Аллаха для вас. И тут сразу есть Ибн Касир, который полностью тафсир делает, уточняет, о чем идет речь. Слово Аллаха и замужние из женщин, если ими не овладели ваши десницы, то есть для вас запретны чужие жены, кроме тех, которыми овладели ваши десницы, то есть невольниц. С ними вы можете совокупляться, если убедитесь, что они не беременны. Имам Ахмад передает, что Абу Саид Аль-Худри сказал: «Мы захватили несколько женщин в плен в бою при местечке Аутас. У этих женщин были мужья, и мы не стали совокупляться с ними из-за того, что они замужние. Мы спросили об этом пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и тогда был ниспослан аят. И замужние из женщин, если ими не овладели ваши десницы». Этим аятом мы позволили себе совокупляться с ними. Этот хадис рассказал ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Джарир и Муслим в своем сахихе. То есть тут тебе полностью объясняется, в какой ситуации был послан данный аят. Давай, смотри. Смотри, совокупляться, да мег что и вендетта. Аллах ненц да мег штук, Аллах кар уайлен. Не, ще десять. Аллах Аллах свободе. Хажал Бухтани отсюда зала. Одна из первых сур, Бухтанда что сур, дун Бухтанда Цамагар сразу дады. То есть клеветниках лец. Никакой бусур не бусур тига, да, с клеветниках лец у тебя.
Hacılar, еще раз, не прыгаем с темы на тему, не прыгаем и сразу не агрессируем на личности, не переходим. Я тебе объяснял. Смотри, я тебе объяснял, что ты спросил у меня, Таганлер, Суфи, Шмюльшбу. Таганлер, Суфи, Шмюльшбу. Я тебе объяснил, Таганлер, Суфи, Бац. Сегодня все ваххабистизировались. Суфиев каких-то не осталось. Почти не осталось людей, которые следуют заветам хаджи, устаза, там, ауды, короче, вох, хаджи и так далее. Все эти религиозные и так далее, там, наши с тобой соотечественники, они в своей массе следуют тому же ваххабиду, Корану, Сунне, короче, Иджмуа, вот этим тафсиром, вот этим вот официально существующим, скажем так, классическим вот этим методом учения ислама. Вот это мы с тобой закрепили, да? То, что русские не против ваххабида, один раз мы закрепили. Второй раз, что сегодня не остались суфисты, тоже мы с тобой закрепили. Теперь дальше. Нет, не закрепили. Ты можешь не закреплять, я как бы закрепил это. И ты, конечно... Ты ничего не ответил, ты просто накидал на вентилятор и все. Ты мне не объяснил, что такое ваххабит. Ваххабит – это истинный ислам. Коран, Сунна, Иджмуа. Истинный Багдал ислам, дух ваххабит. Тогда я не понял, как это? Стоп. На чем основывается истинный ислам? На Коране и Сунне. А также... Хорошо, на Коране. Коран можно принимать... с этой Сунной есть Иджмуа, есть исламские ученые, так называемые. Подожди. Да, куда ты уходишь? Ты можешь коротко отвечать? В первую очередь на Коране основывается. В первую очередь. Ты можешь наполовину Корана только основываться и быть мусульманином? Ну, все могут. Вот ты можешь. Ты можешь 6 аятов выкинуть и при этом говорить, что ты мусульманин. Нет. А сейчас мне вон тот сидит, который... Того оставь на личности, не перекидывайся, ответь освобожден. Давайте сейчас дискуссию. Номер шалита 497 444 551 557 328 463. Ничего. 62-1. Ой. 62-1 дарис. قيتع ورخ دوش ورخ ولش. Сабурдал 62-1. Да, шаус. Вож ничего ты. Бонжур эр велите. عشان ايش حدش بوخ بالج ذات دو شي بويمر بو تي باغلسن 62-1, да. Сабурдала и Милодерте 61-2 дарите. 463 ду 328 надеж. قيتع درق حاست خوي كيغ وشارع مدوس يودوش ديت نكتو. Ne, Kelnik Bilgaldē Laroen, قطع 61-2 дарит. Досу. И это еще не все. И это еще не все. Воин просто хушта штуешь. Походу. И хагуч модулишь. Evet, hiç hadis hiç mesela ne derse do yok çok çok öyle sakit oluyor şu bu bir şey bu.
Да, я чего хорошо пить. Это Петушкин груш, сеяча, груш, шодинчай, шодилар шиваш, ночь помогаш башиге. Так це опаш. Яка я поемар мацала, так. Шеш Hochschdotschdol, din noch stilazitājāt. Лохша, иштдел специально, тут и нису наунсо. 61 второй эйт донор. Как раз хокундош дарунин, цардиц даже говорили, хочу ахылок. Вот те, которые уверовали, почему вы говорите то, чего не делаете? Мелчо, дады? Мел диктуала. Tagad dadies. Jūhēl, es zinu. 62-1. Давай, viņš vēl Свобода. 61, второй аят. Сура 61, второй аят. СФ. 61, да. Вот из-за стилот, это я тоже принимаю. Нормально, логично. Как раз, что тебя сопроцент, что он делал, нормально. Хотя, Сура 61, второй аят, сказано, вы, которые уверовали, почему вы, точно сейчас передам, почему вы говорите то, чего не делаете? Это очень логично. Почему вы балаболы и сами не следуете тому, сами не делаете того? Чего говорите? Европе хочет. Это? Сигулева. Европе хочет. Бузолботик, новчего отбош. Представляете? Как раз таки. Нохчеву бузол прилчи, цахилчи. Цан единяца олчи. Но и камел дяшек, вот цабу.